28 июня вечером президент Кыргызской республики Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе главу Кыргызстана встретил премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода и другие официальные лица. Напомним, что в рамках двухдневного официального визита президента Кыргызской республики в Таджикистан состоятся встречи и переговоры на высшем уровне между Таджикистаном и Кыргызстаном. В рамках официального визита президента Кыргызской республики уважаемые Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров с целью ознакомления с возможностями развития сферы туризма побывали в загородной резиденции Бахор, расположенной в Арзобском районе. В загородной резиденции главы государств ознакомились с красивой уникальной природой и чистыми водами. Целью проведения вечерней прогулки является представление красивых и неповторимых уголков нашей страны.
столице нашей страны до празднования юбилейной даты 30-й годовщины Дня независимости запланировано строительство и сдача в эксплуатацию более 4000 объектов различной принадлежности. В соответствии с концепцией архитектуры и градостроительства улицы имени Садриддина Айни от перекрестка проспекта имени Рудаки до перекрестка улицы Дружбы народов, который составлено в соответствии с генеральным планом города Душанбе, запланировано строительство 50 высотных жилых зданий. В настоящее время строительство 19 многоэтажных строений с соблюдением высокого искусства, национальной и современной архитектуры близки к завершению. Одним из строящихся многоэтажных зданий является Бустон-Сити. Строительство данного жилого комплекса, состоящего из 9 строений с размещением в нем центров обслуживания и торговли на первом и втором этажах, ведет общество с ограниченной ответственностью «Партнер». При возведении данного объекта используются качественные строительные материалы. Только на строительстве комплекса Бустон-Сити привлечены более 100 рабочих. При возведении комплекса жилых многоэтажных зданий наряду с инженерными работами одновременно ведутся работы по прокладке труб питьевой воды и канализации, строительство двухэтажной стоянки для автомобилей, спортивной площадки, места для игр и отдыха детей и взрослых и другие необходимые условия для будущих жильцов комплекса. В Васильском районе, который считается одним из крупнейших районов Хатлонской области, как и по всей республике, строительству и сдаче в использование юбилейных объектов уделяется особое внимание. В районе запланировано строительство более 300 юбилейных объектов, возведение современных многоэтажных жилых зданий, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, установка освещения на улицах и скверах, укладка декоративных плиток на центральных тротуарах, ремонт социальных учреждений, посадка деревьев из сезонных цветов. Озеленение парков и скверов района и жилых поселений является доброй инициативой жителей и местных предпринимателей. В течение последних 3 лет в Васильском районе сданы в эксплуатацию ряд крупных объектов, таких как Дворец культуры, стадион на 20 тысяч зрителей, произведена реконструкция центральной районной больницы, построенные производственные предприятия и цеха, которые оказали содействие в трудоустройстве многих местных жителей. С целью повышения уровня знания учащихся в 8 образовательных учреждениях построены дополнительные просторные классы-комнаты и одновременно продолжается строительство нескольких новых школ. Доступ к образованию и вовлечение подрастающего поколения к изучению современных технологий находится под потенциальным наблюдением высшего руководства страны, и в этом направлении принимаются конкретные меры. Лагерь Чангоп, департамент образования города Гисар, является одним из привлекательных зон отдыха страны, где на сегодняшний день днем отдыхают более 300 детей. Летом на каникулах дети в основном стараются проводить время за городом, в частности в летних лагерях. Данное культурно-досуговое учреждение является одним из лучших по организации детского отдыха. Летние лагеря для детей и подростков по всей республике уже открыли свои двери, и этот сезон будет для каждого увлекательным. Следует также отметить, что в текущем году в республике более 200 тысяч детей и подростков для закаливания организма будут привлечены в летние лагеря и зоны отдыха. Своевременный сбор урожая и подготовка площадей для повторного сева в районе имени Рудаки проводится при активном использовании современной техники и сельскохозяйственных машин, а также по рекомендации специалистов отрасли. Хозяйственники района при поддержке государственного унитарного предприятия «Таджик Агролизинг» в настоящее время наряду с другими полевыми работами с использованием современной техники ведут сбор урожая лука. Обеспечение тружеников села современной сельскохозяйственной техникой является одной из важных действий по организации своевременного сева и сбора урожая. Государственное унитарное предприятие «Таджик Агролизинг» на основе рекомендаций правительства республики ежегодно вводит в страну современную сельскохозяйственную технику оборудование. На протяжении 2020-2021 годов в страну ввезено 26 агрегатов для посева и сбора лука и 27 культиваторов для обработки и подкормки плантаций лука. Последние 4 года в хозяйствах республики при поддержке предприятия «Таджик Агролизинг» процесс сева, выращивания, подкормки, химической обработки и сбора урожая лука проводится с использованием современной сельскохозяйственной техники.
повседневной жизни вирусы могут попасть в человеческий организм воздушно-капельным путем через еду, воду, грязные руки, несоблюдение личной гигиены и привести к заболеваниям и снижению человеческого иммунитета. Для сохранения иммунитета необходимо уделять особое внимание ежедневной пище, так как полезную еду считают гарантией здорового организма. Соблюдение личной и общественной гигиены является основой предотвращения всех видов заболеваний. Личная гигиена состоит из следующих общих правил: физической работы, приема качественной еды, работы и отдыха, спокойного сна и других факторов. Понятие личная гигиена также входит чистота тела, постели, одежды, дома и постоянное соблюдение опрятности во всем. Мытье рук мылом или использование спиртных антисептиков уничтожает вирусы. В связи с этим для обезвреживания необходимо постоянно мыть руки и использовать антисептики. Личная гигиена – это комплекс правил здравоохранения, соблюдение которых помогает защитить здоровье. Одно из этих правил – закрывать рот и нос платком или рукой при кашле или чихании. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра с людьми, которые подают признаки простуды или насморка, и при таких обстоятельствах обязательно пользоваться одноразовыми медицинскими масками. Сегодня каждый из нас как никогда должен обратить особое внимание личной и семейной гигиены и внести свой вклад в предотвращение различных инфекционных болезней. Как говорят в народе, каждый из нас сам является своим врачом.